1945 года состоялась официальная церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. После празднования Дня Победы над гитлеровской Германией прошло еще более 3 месяцев сражений до полного окончания Второй мировой войны. Сокрушительный разгром Квантунской армии и последовавшая за ним капитуляция империалистической Японии имели всемирное историческое значение. Советский Союз победой поставил точку во Второй мировой войне. Сегодня в торжественной церемонии принимает участие депутат Государственного собрания Иль-Тумен Республики Саха-Якутия по Гагаринскому округу Марина Сергеевна Силкина. Депутат Государственного собрания Иль-Тумен Республики Саха-Якутия по Гагаринскому округу Иван Иванович Данилов. Глава управы Гагаринского округа Евгений Васильевич Сидоренко. День Победы! День Победы! Председатель Совета ветеранов Гагаринского округа Александр Ильич Архипов. Председатель общественной организации «Братство краповых беретов» по Республике Саха-Якутия, член Совета ветеранов боевых действий внутренних войск Олег Иванович Аммосов. Ветераны, активисты общественных организаций и жители Гагаринского округа. Давайте почтим минутой молчания павших героев, отдавших свои жизни за нашу Родину, за мир на земле. Слово предоставляется главе управы Гагаринского округа Евгению Васильевичу Сидоренко. Добрый день, уважаемые гагаринцы, добрый день, уважаемые ветераны. Хочется в этот день, День воинской славы, день окончания Второй мировой войны, поклониться вам низко в ноги. Потому что то, что сделали наши деды, то, что сделали наши прадеды, это будет прописано, наверное, всю жизнь с нами во всех учебниках, в учебниках жизни, в наших сердцах. То, что погибли такое количество людей, защищая наши интересы, интересы нашей страны, нашей Родины, каждого из нас. Это говорит о многом. Представьте, более 62 тысяч человек не вернулось в Якутию обратно с войны. Более 22 миллионов погибло на фронтах Великой Отечественной войны. И эти даты мы не можем забывать. Мы не можем даже дыхание сбилось. Мы не можем сделать так, чтобы наша история изменялась, или кто-то
своими руками прикасался к изменению нашей истории. Мы не можем этого допустить. И я знаю, что благодаря вам, благодаря вашей поддержке, благодаря вашим идеям, это будет реализовано. Это будет реализовано в воспитании, в военно-патриотическом воспитании, в школьном. Передавайте свои знания, свой опыт, свои воспоминания своим и нашим детям обязательно. Чтобы мы шли, чтобы не повторилась та история, которая повторяется у нас в Украине. Этого допустить нельзя. Это переписывает историю нечистые народ людей. Но сегодня, в День воинской славы, я хочу еще раз пожелать всем здоровья, всем благополучия, всем счастья и, конечно же, спасибо вам, спасибо вашим родителям, спасибо вашим дедам и вашим близким за тот подвиг, который вы совершили. Большое спасибо. Слово предоставляется депутату Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия по Гагаринскому округу Марине Сергеевне Силкиной. Дорогие наши, любимые наши, как мы рады встрече с вами. Каждое такое мгновение – это бальзам на сердце. Мы вас поздравляем с великой победой. Этот день – день радости, потому что мы отмечаем этот день как победу. Это и день со слезами на глазах, потому как многие не вернулись. А я думаю, что в России нет семьи такой, где бы не был тот герой, который ушел на войну и не вернулся. Сегодня я говорю о том, что многие политики, в кавычках, пытаются переписать нашу историю, приписывая нам все, что можно и нельзя, что мы были захватчиками. На самом деле, конечно, мы сегодня говорим о том, что мы не должны допустить того, чтобы наша история была переписана, а не допустить тем, чтобы транслировать историю нашим детям, молодому поколению, которое сейчас, конечно, в таких условиях находится, что кто-то воспринимает историю правильно, кто-то не воспринимает ее, трактует по-своему. На самом деле мы в очень тяжелое время живем. В очень тяжелое политическое время мы живем. Раньше мы хоть врага видели в глаза, а сейчас идет холодная война. И насколько мы с вами будем сплоченными, дружными и отстаивать то, что у нас завоевано, и то, что мы сделали, может быть, таким образом и будет тот результат, к которому мы стремимся. Самое главное – это наши дети, наше будущее. И нас становится все меньше и меньше. Вот сегодня мы со слезой во взоре вспоминали ушедших наших ветеранов. Ивана Александровича вспоминали, потому что он действительно очень много сделал для Совета ветеранов. Поэтому я хочу сказать, что мы гордимся своим округом. И мы в этом округе тоже победители. Очень много мы все с вами сделали, а здесь старейшины находятся округа, в Гагаринском округе. Поэтому сегодня он считается одним из лучших округов города. Вы посмотрите, какое активное строительство идет. Сколько социальных объектов строится. Дом культуры Гагарина современный, 24-я школа, Стерх, библиотека Созвездия. Сейчас началось строительство нового детского сада на 240 мест, затем на 1200 школа новая будет построена. Спортивный комплекс мы добились, чтобы строился в Гагаринском округе. Жить да жить, жить да радоваться, мои дорогие. Поэтому от имени всего депутатского корпуса Гагаринского округа, от Ивана Ивановича Данилова, от Саргаланы Афанасьевны Васильевой, которая должна была быть здесь, но по болезни не смогла присутствовать, мы вас поздравляем с этой датой. Мы вас очень-очень любим. Мы всегда будем рядом с вами. И я обещаю, что хор ветеранов возобновит свою работу. В ДК Гагарина будет определено место, будет хормейстер, будет аккомпаниатор, и мы должны опять звучать
как хор ветеранов Гагаринского округа. Мы к этому очень стремимся. Любим вас. Самое главное, живите подольше. Крепкого вам всем здоровья. Благополучия вам и вашим семьям. Низкий вам, родные, поклон. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Гагаринского округа Александру Ильичу Архипову. Уважаемые ветераны, дорогие гости, интернационалисты, ветераны тыла, дети войны, я хочу поздравить от себя лично и всех присутствующих с великим праздником Победы. Наш народ понес огромные потери во время Великой Отечественной войны. Вы, наверное, все знаете, да? И даже наши якутяне на Восточном фронте с милитаристской Японией участвовали в Манчжурии. Погибло около 62 тысяч якутян. Многие, нет, наверное, такой семьи, у кого не воевал член семьи, которые деды, прадеды, как говорится, великую победу одержали. Сегодня мы празднуем великий праздник окончания Великой Отечественной войны. И вот, как бы вот всех вас поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, ветеранам особенно. Ну, как вот здесь сказано, долгих вам лет жизни. Вы радуете всех своим энтузиазмом, своим вдохновением. Будьте такими позитивными еще много-много лет. Доброго вам всем здоровья. Слово предоставляется председателю общественной организации «Братство краповых беретов» по республике Саха-Якутия, члену Совета ветеранов боевых действий внутренних войск Олегу Ивановичу Амосову. Здравствуйте, все, пожалуйста, слушайте меня. Я не так много говорю. Да, но молча можно сработать. Я хотел бы поздравить вас, ветеранов, с этой великой победой и пожелал вам бы огромного счастья в этой и здоровья, самое главное. Если вы надеетесь на будущее, то надейтесь на молодых. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, и все, что легче вам жилось. Спасибо вам большое. Спасибо, молодец. Сегодня, в этот знаменательный день, 30-я школа хотела бы тоже поздравить вас, ну и 38-я, небольшим музыкальным номером. Это мой дебют. Я выступаю буквально второй раз, я очень волнуюсь. Песня авторская. Я надеюсь, кто ее знает, вы будете подпевать. Я думаю, вы ее знаете. Это моя ученица. На заре спрошу я у кукушки, долго ли мне, казачки, друга ждать? Погода не серая погрушка, когда мы с ним увидимся опять. Ушел в края далекие, родимый, где война и порох и беда. Обещала, я дождусь тебя, любимый, чтоб с тобой вместе быть всегда. Здесь у нас на севере, на крайнем
Двигаются почтальоны осторожно, письма нам несут, крик война. Пишет мне солдат, не плачь, родная, лихо бьюсь с врагом, ведь не казак. Не дадим поля и небо наши войны, вражьи копытами топтать. Казачка гордая, как грусти гребина у плетня. Как же ли цветет березка стройная, у которой встретил я тебя. Не скажи, подруженька далекая, белой ночи встретим на реке. И тогда мы вчетвером споем на зореньки, как друг друга ждали вдалеке. Спасибо большое. Я буквально вот еще слов добавить. Уважаемые ветераны, уважаемые жители, уважаемые гости, хочется отметить, что именно у нас в Гагаринском округе есть сквер ветеранов. В городе таких скверов нету. Есть один большой сквер, он находится по Курашова, да? Он общий. А здесь именно наш Гагаринский, это очень важно. И хотел сказать следующее, что по инициативе нашего Совета ветеранов мы сейчас проводим работу по тому, чтобы назвать этот сквер имени Осипова Ивана Алексеевича сделать. Вот такая работа идет, хочу сказать, что это процесс не быстрый, да, но мы начали эту работу с инициативой. Поэтому нам надо гордиться нашим сквером, нам надо гордиться нашими жителями, нам надо гордиться вами, дорогие мои. Спасибо. Память о героях фронта и тыла, земляках и погибших солдатах в годы войны, без вести пропавших, всех тех, кто не дожил до этого светлого дня. В честь 76-й годовщины разгрома империалистической Японии и окончания Второй мировой войны начинаем церемонию возложения цветов. И ночи, битву трудную вели, этот день мы приближали, как огни. Этот день победы, порохом трава. Это праздник, синёю лиска, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом трава. Это праздник, сединою на висках, это радость,
годовщины окончания Второй мировой войны. Дорогие ветераны, мы от всей души благодарим вас за то, что вы подарили нам мир и спокойствие. Ваша заслуга будет жить в памяти всех, кто живет на земле. Ведь значение ваших подвигов с каждым годом становится все более величественным и важным. И вам, героям освободителям, от детей, внуков и правнуков, низкий поклон и сердечные